судебное заседание не явились. Адвокат Таня Марина, защищающая интересы подсудимых Чкаду Эрика Юрьевича, Гамба Беслана Тотовича и Глаба Аслана Дауровича. И защитник подсудимого Гамба Беслана Тотовича Шанкау Глаб Бойкович. На судебное заседание не доставлены подсудимые Чкаду Эрик Юрьевич, Гамба Беслан Тотович, Ахалай Дату Ревазович, Ахалай Демур Ревазович. Касаемо подсудимых имеется соответствующий акт, а также заявление от последних. На судебное заседание не явились потерпевшие Кушкилиш Вена Визбаровна, Такзунакова Лейла Олеговна, Шамба Хаджарат Ливарсович, Шамба Рустам Раухович, Шамба Ливарса Михайлович, Авиц Башамиль Ливазович, Братухина Майя Викторовна, Зарандия Отарий Родович, Лежев Вадим Робертович, Озган Виола Константиновна, Тба Руслан Константинович, Басария Дата Сергеевич, Цава Жамал Григорьевич. Уважаемый помощник, вы в своем выступлении коснулись того, что появился адвокат, вы сказали, Скнарин, да, защищающий интересы с прошлого судебного заседания, он уже не представляет. Прошу прощения. Также адвокат Марина Таня, также вы оговорились. В этой части внесите поправку. Не явился адвокат Скнарин, защищающий интересы подсудимого Ахалая Дату Ревазовича, и не явился адвокат Таня Марина Георгиевна, защищающий интересы Гамба Беслана Тотовича и Глаба Аслана Дауровича. Также я оглашу акты и письма, которые поступили на имя председательствующей по делу. С подписью начальника СИЗО СКБ и начальника СИЗО СКБ КБ Кисян, дежурного СИЗО СКБ Сельбян, поступил соответствующий акт следующего содержания. Ахалая Демура Ревазович, Ахалая Дату Ревазович, Ганба Беслан Тотович, Каду Эрик Юрьевич отказались выйти из камеры на судебный процесс, назначенный на 4 октября, о чем составлены соответствующие акты. Также приобщены заявления от вышеуказанных подсудимых, в частности подсудимого Чкаду Эрика Юрьевича, следующего содержания. Говорит, он отказывается явиться на судебное заседание по состоянию слабости, в связи с чем не согласен на проведение судебного заседания без его присутствия. Число, подпись Чкаду Эрика Юрьевича. Также заявление от подсудимого Халая Демура Ревазовича аналогичное. Отказывается явиться на судебное заседание по состоянию слабости, в связи с чем не согласен на проведение судебного заседания без его присутствия. Число, подпись. А также от подсудимого Халая Дату Ревазовича заявление, который также отказывается явиться по состоянию слабости, в связи с чем не согласен на проведение вышеуказанного заседания без его присутствия. Число, подпись. И подсудимого Ганба Беслана Тотовича аналогичное заявление тоже против, значит, он также, значит, ссылается на свое состояние слабости, в связи с чем не согласен на проведение вышеуказанного заседания без присутствия. И также приобщена на каждого, наверное, так понимать, это, наверное, медсестра, это из журнала, значит, выписка, что Ахалая Дату Ревазы, Ахалая, это, наверное, все-таки, это тема, или Дату Ревазы, да. Тоже от сегодняшней даты такие сведения, что Ахалая Дату, наверное, да, артериальное давление 100 на 85, жалобы на слабость, боли в животе. Также в отношении Ганба Беслана Тотовича артериальное давление 120 на 90, жалобы на слабость. Чкаду Эрик Юрьевич тоже с артериальным давлением 85 на 60, жалобы на слабость. В отношении Ахалая Демура Ревазовича давление 85 на 60, головокружение, слабость, боли в костях. И в отношении Глаба давление артериальное 110 на 80, жалобы на то, что во рту привкус ацетона. Подпись врача, наверное, медсестра Хватския. Уважаемые участники процесса, если имеете желание, можете начать ознакомиться с актом, который было озвучено в полном объеме. Далее также поступило в канцелярию Верховного суда, значит, письмо датировано 3 октября сего года, следующего содержания, что 26 сентября 2022 года содержащего в СИЗО СКБ подсудимый Ахалая Демур Ревазович Каду Эрик Юрьевич, Ахалая Дату Ревазович Глаба Аслан Даурович и Ганба Беслан Тотович отказались от приема пищи. Данная голодовка продолжается по настоящее время. Подпись начальника СИЗО СКБ. И также приобщены заявления от Ахалая Демура Ревазовича, от Ганба Беслана Тотовича
Блаббаслана Дауловича, Чкаду Эрика Юрьевича и Ахалая Дату Ревазовича. Они идентичны, следующего содержания, что они объявили голодовку, отказываются от приема пищи, от передач по причине отказа в удовлетворении ходатайства о закрытом судебном заседании. Претензий к руководству и сотрудникам СИЗО и СКБ не имеют. Что вообще идентичны? Ну, тогда я оглашу на каждом. Я огласила заявление Ахалая Демура Ревазовича, следующее заявление от Буганба Беслана Тодовича, который отказывается от заседания, имеется в виду, объявляет голодовку, поддерживает Ахалая Демура Ревазовича, Дату Ревазовича, Блаббаслана, Чкаду Эрика, претензий к СИЗО и СКБ не имеет. Значит, также заявление Блаббаслана Дауловича объявил голодовку по причине поддерживаю ходатайство Чкаду Эрика Юрьевича, не согласен с продлением срока содержания под стражей, требует изменить на другое, считает незаконным. Будет намерен Президиум Республики его апеллировать в Президиум РА. Не имею никакого отношения к данному уголовному делу. Число, подпись. Далее заявление Чкаду Эрика Юрьевича объявил голодовку по причине отказа в удовлетворении ходатайства о закрытом судебном заседании. Претензий к СИЗО и СКБ не имеет. Число, подпись. Ахалая Дату Ревазовича объявил голодовку по причине отказа в удовлетворении ходатайства о закрытии судебного заседания. Претензий к СИЗО и СКБ РА не имеет. Число, подпись. Далее также имеется за подписью начальника СИЗО и СКБ заявление, содержащегося в СИЗО и СКБ подсудимого Чкаду Эрика Юрьевича, следующего содержания, что я, Чкаду Эрика, не заключил договора с каким-либо адвокатом после отказа от услуг адвокатов Тани Искалина. Число, подпись, датировано 3 октября сего года. Вот такие вот заявления на имя председательства. Уважаемые участники процесса, выразите свое отношение по поводу продолжения судебного заседания при указанных обстоятельствах. Уважаемый суд, что касается неявки подсудимых, это одно. У нас основное препятствие для проведения судебного процесса является отсутствие защитника Чкаду, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Законодательством запрещено соответствующее проведение процессов либо хода предварительного расследования в отсутствии защитника. В этом случае на прошлом судебном заседании было предоставлено соответствующее время Чкаду для того, чтобы он обратился к адвокату, который бы представлял его интересы. Как нам сегодня стало известно, он не воспользовался своим правом, сроки, которые были ему предоставлены законом, они прошли, в связи с чем мы считаем невозможным проведение процесса при данных обстоятельствах с одновременной просьбой направить в палату коллегии адвокатов соответствующее письмо с предоставлением государственного защитника на последующий процесс. Ну, в случае необходимости с предоставлением соответствующего времени, это уже в рабочем порядке, наверное, будем решать либо на следующем заседании. Время для ознакомления с материалами уголовного дела. Согласованное мнение. Уважаемый суд продолжит судебное заседание в отсутствии защиты у подсудимого Чкаду, считаю невозможно.
определением судебной коллегии Верховного суда на предыдущем судебном заседании адвокаты Таня и Скнарин были освобождены от защиты интересов подсудимого Чкадова. И подсудимому Чкадова Эрику Юрьевичу было разъяснено о необходимости заключения соглашения уже по своему усмотрению. Но как усматривается из его заявления, он не заключил, Чкадов не заключил соглашение с адвокатом. Но в соответствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия по делу необходимо обязательное участие адвоката в защиту интересов подсудимого Чкадова Эрика Юрьевича. В связи с чем судебное заседание не может быть сегодня продолжено слушанием. Состояние здоровья, которое усматривается из представленных актов, не препятствует продолжить судебное заседание в отношении подсудимых, которые я озвучила. Но, однако, повторюсь, в связи с тем, что подсудимый Чкадов не обеспечен защитой, участие защитника обязательно, в связи с чем дело откладывается на следующее, дело слушанием откладывается на 11 октября 2022 года. Также будет направлено соответствующее письмо на имя председателя палаты адвокатов с требованием о предоставлении адвоката подсудимому Чкадову Эрику Юрьевичу по требованию в течение 3 дней, который последний должен явиться для ознакомления с материалами уголовного дела. На этом судебное заседание по делу объявлено закрытым. Что говорю, своими здоровьем сегодня что-то случится, покажут почки или как что-то произойдет, кто в ответе на это. Я хочу знать, кто за это отвечает. Под чьей юрисдикцией сегодня нахожусь под стражей? Судебное следствие не окончено, но продолжается. Так же? Да, продолжается. Но я прошу изменить меры пресечения. Суд выслушивает мнение участников процесса, и в том числе и вас, и по нему выносит соответствующие Я решения. говорю, если своим здоровьем что-то будет, я умру там в камере, кто будет отвечать за это? Нету, да? Виновных не будет, да? Ответственных не было. Мы обеспечили защитой, продление содержания под стражей вами не обжаловано, вы такого права не искались? Обжаловано. Не обжаловано. Касаловна. Да? Президиум? Да. Президиум, может быть? Да. Президиум, да. Президиум даст оценку. Что будем ждать, если этого не умру? Там посмотрим, что будет. Прошу всех встать.